Геннадий Семенович Баишев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Якутской ССР, лауреат Государственной премии имени Платона Аюнского, лауреат конкурса балетмейстеров Урала, Сибири и Дальнего Востока, обладатель приза «Душа танца» в номинации «Звезда народного танца» журнала «Балет». Сегодня в Якутию меня привел большой праздник. Праздник, торжественный праздник. Праздник юбилея Большого Творца и моего многолетнего друга Геннадия Семеновича Баишева. Его юбилей – это большой праздник якутского народа, это большой праздник всей нашей страны, всего нашего хореографического искусства. Я не могу отказать себе в удовольствии сказать несколько слов в его адрес. Баишев неожиданно сделал шаг неведомый, дав согласие создать коллектив народного танца Якутии. Это шаг первопроходца. Но Баишев всегда лидер. И он создал ансамбль народного танца, создал большой репертуар этого коллектива. И рано один из первых в нашей большой стране понял, что ансамбль – это театр, своеобразный театр народного танца. И он создал этот театр, возглавил его. И в этом театре перевел на танцевальный язык своего народа, эпос своего народа, его сложное символическое звучание, рассказ о богатом мире народа Саха. Саха государственный үңкүйтүн ансамблын түрттәчтінен Сергей Афанасьевич Зверев кылолатынан үңкү театрын усаран салаячытынан Геннадий Семенович Баишев болар. Кени Сахана ротун профессиональный үңкүйтө сайдытыгар киллербек кылаты сүнкен улахан. Ол курдук 5 солыстата аяр үлете киен эйгеға тақсан Джон Сергей Бихиребилин билинитин ылбыта. Саха композитордарын кытта Геннадий Семенович өрү ыксайм ялақтық үлелен сүрдә ағалбақ интерегіне спектакльлері, үңкү нөмердерин, аяр кейхелері, концерттары, туруартан, bu ayımnyalara kün büngağıdlı bihege ünkübit tiyatrın fondatıgar kiren, vanna bu tiyatr repertuarıgar kiren kırdırılı turar. Men Gennadiy Semyonov'u hekette bilge altıhan, Tördöntan taksız olustata ülelen kellim. Ansambulgön küylen, kelin tiyatr salayakçıtıgar diye, üyünen saydan sırjarbıttan kinyaha maktalım ulahan, Геннадий Семенович часто повторяет, что он человек государственный, только в том лишь смысле, что рано осиротев, он воспитывался на попечении у государства, которому чрезвычайно благодарен и всегда чувствовал себя перед ним в долгу. Рано лишившись матери, жил сначала у тети в Дейцах, потом у дедушки в Тастахе. В школу пошел в селе Партизан, а в 1957 году намский паренек оказался в городе Якутске. Неизвестно, как сложилась бы судьба мальчишки, не попадись он на глаза отборочной комиссии из Новосибирска, приехавшей в наш город с целью набора одаренных детей в хореографическое училище. С именем Геннадия Семеновича Баишева связан целый пласт становления якутского хореографического искусства. Во второй половине 60-х годов выпустилась целая плеяда талантливых воспитанников Новосибирского хореографического училища, впоследствии известных всем мастеров классического балета, которые в
всколыхнули культурную жизнь всей республики. На их спектакли ходили толпы поклонников, в них влюблялись, их боготворили. Благодаря им десятки, сотни якутских девчонок и мальчишек шли в танцевальные кружки, ансамбли, приобщаясь к прекрасному искусству танца. Думаю, что Геннадий Семенович согласится, с годами начинаешь все более ценить простое, человечное, а помнишь, детство, учеба, в Новосибирском хореографическом училище, наши замечательные педагоги, учителя, воспитатели, великолепный театр Новосибирска, спектакли талантливых мастеров балета, Совкова, Грудного, Долгушина. Все это и сегодня не потускнело в нашей памяти. В некоторых балетах театра мы бегали мышками, маршировали солдатиками в Щелкунчике, были разными зверюшками в «Докторе и Айболите», а Геннадий еще танцевал и в «Спящей красавице». В старших классах он участвовал в постановочной работе театра «Ледяная дева» Гусева, «Легенда любви» Григоровича и других. Как и училище, театр формировал в Геннадии сценическую культуру, актерский интеллект, выразительность танца на образцах, с которыми он будет соотносить свое творчество. Потом каждый из нас в свой черед переступал порог музыкально-драматического театра имени Платона Аюнского, который также продолжал объединять нас под своей крышей. В нашей могучей кучке первых новосибирцев, как тогда называли нас острословы-оркестранты, было 3 признанных богатыря якутского балета: Алексей Попов, Геннадий Баишев, Анатолий Ултургашев. Так, в 1960 году группа хакасских ребят, мальчиков, девочек приехали в Новосибирск. Когда приехали в Новосибирск, была очень большая группа ребят из города Якутска, якутяне были. Они очень хорошо поддержали меня. Очень нас, как своих. Поэтому я имел такую хорошую поддержку. И когда закончил училище новосибирское, выбор стал, куда ехать. У меня вопросов не было, куда ехать. Мы приглашали там Томск, Фрунзе, Иркутск, но эти города я не хотел ехать. И я сразу решил в Якутск ехать, к своим. И не прогадал, потому что когда приехал туда, я же один приехал, никого нету. Никого не знаю, только этих ребят. Они и балетная труппа очень хорошо встретила. Геннадий Семенович тоже помогал. Меня пригласили сразу солистом Шемчуку. Первую большую партию это «Вальпирую ночь» у меня была. И Севляки Степановой танцевали. Потом Алексей Попов поставил «Золушку». «Золушку» я был второй состав, Геннадий Семенович, он первый был. «Жизель». «Жизель», он, конечно, был прекрасен. Утонченное лицо, романтик. Вообще, «Жизель», мне кажется, его лучшая партия была. Геннадий Баишев танцевал со многими балеринами, но гармонии таинственной власти они, безусловно, достигли в дуэте с Натальей Христофоровой, одноклассницей по училищу. В 1976 году артисты достойно представили молодое классическое балетное искусство Якутии перед российским зрителем, приняв участие во всесоюзном фестивале «Молодой балет России». Им же доверили высокую честь представлять балет Северного края в Америке 1975 год и Японии 1976 год. При поступлении в Новосибирское хореографическое училище я впервые увидела маленького, худенького, большеглазого мальчика. А чуть позже
уже в Новосибирском училище. Мы оказались с ним в одном классе. И учились мы вместе 8 лет. Учился Гена хорошо. И мне кажется, ему очень нравилось это. Несмотря на то, что ни я, ни он никогда не видели балет. Вот. И ему это нравилось. Где-то через год-два Гена очень-очень резко вырос. И нам было ясно, что это будет танцовщик с очень красивой фигурой, хорошей фигурой, длинными, хорошей, красивой формы ногами и длинными руками. Еще я хочу отметить вот его усердие и старание для педагогов, ну и хороший рост, как бы не прошли мимо. И он был много занят и в школьной, и производственной практике. Гена, уже будучи артистом балета, не испытывал страха перед сценой. В школьные годы он увлекался радиотехникой и фотографией. И благодаря ему и Алексею Попову мы имеем фотографии тех лет. По окончании училища мы стали артистами музыкально-драматического театра имени Аюнского. Влились мы в труппу довольно легко, потому что там уже работали наши товарищи, друзья по Новосибирскому училищу. Это Клавдия Федотова Иванова, Саргылана Савина Маркова, Алексей Попов, Наталья Посельская, Галина Ершова-Докторова, Лира Габышева, Анатолий Антипин. Вот. И старшие товарищи нас встретили очень-очень доброжелательно. Это нас поддерживало, помогало. Труппа была маленькая, малочисленная, и мы все выпускники танцевали и сольные партии, и танцевали в корде-балете, и считали это вполне нормальным. Впервые с Геной вместе, как партнеры, как дуэт, танцевали в балете «Голубой Дунай». Затем были «Жизель», «Апассионата», «Орлы летят на север», «Барышня и хулиган», «Девочка и олень», миниатюра танцевальная, балет «Двое» и «Золушка». Надо отметить, что Геннадий был очень трудолюбивый. Репетируя, мы никогда не смотрели на часы. С ним танцевать было надежно. И вообще работали мы дружно, душа в душу. За это ему большая-большая моя благодарность. Для меня большой неожиданностью стало его решение поступить в ГИТИС на балетмейстерское отделение. И в этом я, конечно, я была огорчена, потому что, в общем-то, я теряла партнера, потому что мы привыкаем работать с одними партнерами, уже знаем друг друга. Но и с другой стороны тоже я обрадовалась, потому что Гена для себя уже выбрал другой путь. Когда мы приехали в Новосибирское хореографическое училище, Геннадий Семенович уже там учился. Учились они вместе с Натальей Иннокентьевной Христофоровой, а до этого там пребывали Саргылана Савинова, Алексей Попов, Клавдия Иванова. То есть мы приехали, можно сказать, что уже наши якутяне там были и обжили это здание, наше любимое двухэтажное деревянное здание. Парни жили у нас на первом этаже, девчонки на втором. Встречались мы все вместе в столовой. Геннадий Семенович выделялся, конечно, потому что всегда в училищах большинство девочек же учатся, парней мало. Первый набор был, первый курс, там всего-то было 6 парней. А он считался как бы вторым курсом, имеется в виду, поступивших в это училище. Их там еще меньше было. И поэтому они выделялись, и Генка очень выделялся. Геннадий Семенович очень сильно выделялся своей стройностью, высокостью, такой угловатостью. Вот.
Геннадий Семенович в училище был, конечно, заметной фигурой, потому что мы же на классик занимались предметами отдельно, скажем, классический танец, мы занимались парни отдельно, девушки отдельно. Мы встречались только на историко-бытовых и встречались еще в практике, в спектаклях, которые шли на оперной новосибирской сцене. Там мы встречались, там, конечно, мы так. С Геннадием Семеновичем мы танцевали в «Голубом Дунае», в «Барышне-хулигане». Это где у меня были сольные партии, где мы тесно с ним танцевали ВКонтакте. Творческая дружба у нас очень тесная. Он для меня, конечно, и Лера, они друзья. И он мне помогал, знаете, во всем. Не только вот ансамблем. На моих концертах творческих всегда помогал. Девчата, ребята танцевали, обрамляли. Все хорошее, можно говорить, об этом человеке. Все хорошее. Вот, он высокий, стройный, ножки такие. Умный. Театрально умный. Театрально умный. Вот когда концерт меня оформлял, я вот тут просто написал. Очень хороший концерт делал Гена Байшев. Знаете, вот. 1 час 20 минут шел концерт. Я восклицательный знак даже поставил. Вот. Потому я от души хочу поздравить Гену с 75-летием дня рождения, пожелать ему творческих успехов. У Гены было здоровья, счастья в семье, а ансамблю долгих-долгих лет. Геннадий Семенович, будучи патриотом своей нации, всегда мечтал о процветании искусства танца родного края, остро ощущал недостаточный уровень развития якутской хореографической культуры. Это и подвигло его отправиться на учебу в Москву. Огромный запас знаний Геннадий Байшев почерпнул в прославленной кузнице балетмейстерских кадров ГИТИСе имени Луначарского. Там он учился и набирал опыт у известных мастеров по народному танцу у Тамары Степановны Ткаченко, по искусству балетмейстера у Лилии Михайловны Таланкиной. Поэтому не случайно, что художественным руководителем созданного Государственного ансамбля танца Якутии назначили именно Геннадия Семеновича Байшева. Впервые я увидела Геннадия Семеновича Байшева в детстве, в 1974 году, будучи воспитанницей балетной студии Якутского музыкального театра. Он произвел на меня неизгладимое впечатление своей удивительной работоспособности на репетициях и на уроках, вращениями, полетными высокими прыжками, красотой, яркой актерской игрой и мастерством преображения. Замечательное, счастливое время для меня, когда я танцевала, училась. Он, как человек, выросший в тайге, имеющий глубокие народные корни, влюбленный в запах родной природы, очарованный преданиями аланхасутов, перешел в народную хореографию. Геннадий Семенович золотыми буквами вошел в историю как основоположник Государственного ансамбля танца Якутии, который стал эталоном и базой для популяризации танцевальной культуры народов Якутии. Плодотворная деятельность ансамбля в первое десятилетие своего существования была оценена по достоинству. Итогом явилось присуждение в 1987 году звания лауреата премии Якутского комсомола. Я работаю под руководством легенды якутского балета, звезды народного танца Геннадия Семеновича Байшева вот уже 40 лет создания Государственного ансамбля танца Якутия. Геннадий Семенович, возрождая и сохраняя
северную музыкальную культуру народов Якутии развил музыкальное танцевальное искусство. Впервые он создал спектакли танцевальные, самобытные, авторские, в единстве всех частей, слагающих театральное действо совместно с фольклористами, композиторами, художниками и артистами. Знаменательное событие в жизни коллектива пришло в 1992 году. По указу президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева коллектив был преобразован в Национальный театр танца Республики Саха-Якутия. Во всем мире танцевальной культуры еще не было коллектива подобной формы. Мы шли не проторенной дорогой, а быть первыми всегда ответственно и трудно. Мы консультировались с известными фольклористами, этнографами, композиторами, научными сотрудниками Института литературы и искусства. Была выработана концепция дальнейшего развития коллектива. Решающим значением для плодотворной и успешной деятельности театра танца стала организация при нем профессионального оркестра национальных инструментов. Был 1992 жылғы ансамбль художественный күй театры болар. Кене на Усран халаятчының де bir yıl bolat 1990 жылғы театр егер бұл саха оркестрі тәрелілер. Жантанылы бейе бұл бачаңыдылы өлелен кәлі бит, Онна ол театрга әмек кені бастың хореографанан ағабын. Потому что Геннадий Семенович ағын бастан саха композитордарын кітті, бараларын кітті. Бұл бейітіне музыканлары сетімнен, үнкүйіттері, театр бүтін сетімнен. Ағын бастан бұл балетный искусство была одинчалыда. Кені олған қылады келдер біті. Олы бітір театр болан барамыд. Қаз бидді композиторларға бараларын кітті көпсеттен. Бұл бейе театр бітір. Олған форма нада, балеттер надалар ден өйді білгі керен. Кені бартын хағалабыды. Ол Аркадий Самойлов Уруттан хағаламыда, Владимир Ксенофонта Боксорюта, Николай Берестов Атыр Монхата, Захар Степанов Ярхаданата. Четві күрдік бұл бүйінгедлі отуча бейе именно бейе оркестр бітер анамыд, бейе театр бітер тұрыр, кені тұрыр, тұғар тұрыр олыбыд. Балеттері, партитуралары бұл тұтан олар олып бейе. Бұл сүті үйлі Геннадий Семенович әмем анна бастықы, әтергелі бастың. Онан бейі 9 жылдан бар оркестр кәлияттыныла үліләмет чөй батық бұл үлігердақ сүдюлені. Ол дүдін балеттері тұрор бұта. Ол дүдінен, конечно, кені бастығын күйлері, праздник оленеводов, якутяночка, жакей барта бұл сақал үйдіті барта білер айымнелерін баратын айбыта, тұрор бұта күйлерін. Оны мен Геннадий Семенович тұспен убастығын, ойбынан ағабын. Кені мейін әме бұл дирижер бұғытынан оркестр тәрелетер бастан, кені шөшүйен, мандық болуқтақ ден, етерін істен, шөй батық бір көлілен. Онна бұл балеттер тұрорулары, айымнелері барда кені хал айытынан бол бұта. Бұл балеттер Кығыл комисс фондаға балетный искусство, үнкі искусство тігер керен келбіттері еті барда ән үңін болар. Первый балет, который я в своей жизни видел, это был балет, наш национальный якутский балет «Чурум-Чуку» на сцене Русского театра.
танцевал легендарный дуэт Наталья Христофорова и Геннадий Баишев. Балет произвел для меня оглушительное впечатление. Очень хотелось танцевать, как танцует Геннадий Семенович. Танцор он был великолепный. Когда он у нас работал художественным руководителем, мы все вопросы решали коллегиально. Ну, конечно, бывало, что много дискутировали и критиковали его, но всегда находили какой-то консенсус. Человек очень целеустремленный, и поэтому получил в Москве соответствующее образование, которое дало ему возможность создать такой уникальный коллектив большой. В 1994 году тогда еще молодому артисту балета Геннадий Семенович Баишев поставил сольную программу «Танцы народов мира». В 2022 году спектаклю композитора Владимира Ксенофонтова «Боксурую» исполняется 25 лет. Мы иногда с Геннадием Семеновичем Баишевым, он в роли старого шамана, я в роли молодого шамана Сенегой, танцуем на сцене один из лучших спектаклей театра танца Республики Саха. Я помню, когда даже оркестра не было, национальных инструментов, в программе «Северное сияние» в номере «Приветственный танец» мы Геннадием Семеновичем играли на хамусе. Когда Геннадий Семенович Баишев поставил трилогию «Олонхо» по мотивам якутского эпоса, мне доверил артисту балета, то есть артисту неразговорного жанра, большую роль с текстом «Олонхохут». Наверное, мне очень повезло, потому что в творческой жизни я встретил балетмейстера, наставника, руководителя Геннадия Семеновича Баишева. Первой крупной работой театра явился спектакль «Уру. Земное родство» композитора Аркадия Самойлова, 1994 год, в основу которого положен обряд традиционной старинной свадьбы, обращение к народным истокам, религиозно-культовым воззрениям и мифологии народа Саха. Познание легенд, преданий, сказок стало неотъемлемой частью творчества Геннадия Баишева. 1995 год. Спектакль «Дао. Экшн-рок». Режиссер Зафар Мирсалиев. Музыка зарубежных рок-групп Queen, Beatles, Scorpion, Metallica. Спектакль «Затмение», 1996 год. Моноспектакль для творческого вечера Ольги Скобелевой «Анатомия революции», 1996 год. Рок-действие, режиссер Зафар Мирсалиев. Геннадий Баишев не замыкается на собственном творчестве, а ищет сотрудничество с литераторами, художниками, сценаристами, режиссерами и другими хореографами. Для меня Геннадий Семенович – это мой первый и самый лучший педагог, потому что благодаря ему я стала балетмейстером. Хочу выразить огромную благодарность Геннадию Семеновичу о том, что он мне доверял совсем молодой танцовщице, доверял работать вместе с ним ассистентом-балетмейстером. И с ним мы проработали очень долгое время, и я так думаю, что мы создали неплохие спектакли, которые у нас до сих пор в театре хранятся в архиве. Значительным достижением Национального театра танца стала постановка этнобалета «Боксурую. Изгнание злого духа» композитора Владимира Ксенофонтова, 1997 год. Драматургический замысел этого произведения кропотливо разрабатывался хореографом в соавторстве со сценаристом и режиссером спектакля Афанасием Семеновичем Федоровым. Они обратились к
к интереснейшему пласту якутской культуры, шаманской мифологии, по-новому осмысливая древнейшие культовые ритуалы. Глубоко содержательная, колоритная музыка способствовала воплощению на сцене впечатляющего пластического действа, преломленного в соответствии с законами музыкально-театрального жанра. Авторам спектакля удалось с большой эмоциональной силой и убедительностью претворить оригинальную идею сценического прочтения шаманских обрядов языком хореографии. В 1998 году Боксурую с успехом был показан в Москве, а в январе 2001 года в Санкт-Петербурге, также получив положительную оценку зрителей и критиков. В 2004 году спектакль удостоен диплома лауреата первой степени международного этно-арт-фестиваля Кутусарта «Большая свеча» Союза театральных деятелей Республики Марий-Эл. Геннадий Семенович Байшев, мега голбу наспыткиги болар. Хүрбе үсөлü быга профессионален сырнан күлен келлим. Макталы мулахан кенеха. Биги кергенни болан баран эмес сольный карьера бутының устар бутугар эми Геннадий Семенович амбастакынан бига тоон хетте Аллахка творческий вечер турор бута. Онна болана Кабардинка ден сольный күмега турор бута. Утренняя бабочка ден китайский күнү турор бута. Любовь Шивы ден дуэт турор бута. Ол курдук биги кини үңкүлеринен хагаламыт. Жоңго билен барбыт, биги дуэт Зоя Афанасий Соловьевтен билен барбыт. Оннотон кини кылабыра биги именно хайдар бытыгар профессиональный гынага опытлар бытыгар барты кини үлета көстөр. Билигин даны биги хореографынан оголор кытта жарыктан анжабыт. Эми Геннадий Семенович осколатынан барыта оголор бутун эми сайыннар хатыбыт. Творческие искания Геннадия Байшева нашли свое продолжение в спектакле «Атыр-Мунка. Большая рыбалка» композитора Николая Берестова, 1998 год. Исходным материалом здесь послужил такой традиционный промысел народа Саха, как подледная рыбалка. Художественное переосмысление данной социально-бытовой сферы жизнедеятельности якутского народа вылилось в интересные жанровые зарисовки, мастерски обыгрываемые артистами театра. Геннадий Семенович меген студентный такпына ыңырбыта госансамбль танца. Онна Москва баран бастан үңкүлән кәлбитим. Госансамбль танцыны кытта. Онтынлы мен Геннадий Семенович кытта билсен билигнәңеллы хореографнан үләли хиджам. Кени меха бастан ыңыран баран меха бастакы сольна үңкүйтә кыталыктар кыддаллар денете. Онтынлы мен солист быхытнан үләлән пенсия тақсык бардылы солист быхытнан үләлән мен кени бачаңлы кени кытта билсен кени мен үңкү спектакль турарагар ассистент быхытнан ылан үләбитим. Онна кенеттен мен үңкү турарарга үңкү хайдах тақсарын бартын кенеттен бетбетим. Спектакль кені тақсарын эме бартын кенеттен веренен мен бачаңылы билиңин дағаны оғларга хореографты хиджабын. 1999 год был по-своему знаменательной датой. Завершилась актерская карьера его первых артистов творческим вечером «Наш путь длиною в 20 лет». Всего 20 лет сценической жизни дается
профессиональному танцору. Поэтому для всех танцевальных коллективов 20-летие – это существенный и значимый срок творчества. К 20-летию творческой деятельности Афанасия Афанасьева Геннадий Байшев поставил короткометражный спектакль «Пиковая дама». Геннадий Семенович Байшев мен үнкүлүр олох бар. Кини бете үнкүт быытнан, кии быытнан, мияка элбэх осколаны, элбэх уругу бербиде. Кини кии быытнан кайдак бу жоннору арарбакка, мандык артист олоғар, артист жоннорго кайдак үчөйдүк киили сыганнахан, үчүгей колубурдары агалан, колбура кини сыгынага бу үледиги жеккияка элбек сүбени аманы беририте. Афанасий оннуккын, Афанасий бу үнкүлөдакын шей болажан. Кини бейте семей, бейте мандык интернатка, балетный интернат кини олорон болат. Жон кыхалкаты мен билер. Колбура ол застой сагана, перестройка сагана бияка артистлерге, эдер артистлерге да бейте кии быгытнан элбек көмөнө оңорорите. Первым танцевальным спектаклем по литературному наследию Сергея Афанасьевича Зверева «Кылола» стала старинная легенда Сунтарского улуса о погребении единственной дочери Удаганки Чепчахайдах Огортуос. Эта старинная легенда повествует об истории происхождения традиционного якутского танца «Узоры». Как вспоминал композитор спектакля Василий Зырянов, мелодии ему напевал сам Зверев. Огортуос – одно из самых ярких воплощений бытующей легенды в танец, который поставлен Геннадием Байшевым. Мен Геннадий Семенович Байшев туһунан хореографической колледжка үйрәнә сылжан билерим. Кене Сергей Зверев «Кылола» атынан Саха Республикатын үнкүтүн театрын тутах үләһтә главный балетмейстер, онна ус уран салаятчыта ден училищага һәҗән билерим. Балетный школаны бүтерәм бараммын. Үнкү театрыгар кирем баран амбастыгы оролум болар бу Геннадий Семенович турорбут спектакле Огортуос. Огортуос ырахан жылгатын үнкүннен жүһүйен көдөр бүтүм. Өссө бу Геннадий Семенович турорбут спектакле Берт Кара балеттан айтылык оролун толоробун. Онна бу 2016 сыллакка композитор Полина Иванова 65 сагын юбилейин концертгар Берт Кара биремага үйөдөн түгәгә спектаклеттен кыз-кызкыйдан оролун үнкүлән көдөр бүтүм. Бу мен үнкүһүт артистка болар бар. Геннадий Семенович турорбут спектакльләре, үнкүләре мияка улакан оролу онята. Яркие, красочные детские спектакли театра танца полюбили юные зрители за динамичность, красочность, эмоциональность. Спектакли «Куклы мастера Тяп-Тяп», режиссер Ольга Андреева, «Волшебная кисточка», режиссер Александр Тетегиров, были поставлены в хореографии Геннадия Байшева. Спектакль по мотивам юкагирского фольклора «Ярхадана», 2002 год. Композитор Захар Степанов. Уникален спектакль «Ярхадана», созданный Геннадием Байшевым с композитором Захаром Степановым по либретто Людмилы Жуковой. Единственный до сих пор юкагирский музыкальный спектакль «Ярхадана» строится на мифологических сюжетах юкагирского фольклора. За основу взята легенда о горных речках, неприступных красавицах-ярхаданах и одиноких юношах, превратившихся в скалы. Фундаментальной работой Геннадия Байшева стал выпуск трилогии спектакля «Олонхо»
под общим названием «Бердкара». Тематика крупномасштабного полотна посвящена 3 мирам якутской мифологии. В 2004 году увидела свет часть 1 «Аи Аймага» «Срединный мир» на музыку Николая Петрова. За создание спектакля по мотивам Олонхо театр награжден благодарностью президента Республики Саха-Якутия. Спектакль «Юэден Түгера» «Нижний мир» – 2 часть трилогии, написанная первой женщиной-композитором Саха Полиной Ивановой, состоялась в 2006 году. В 2009 году был создан 3-й спектакль «Юэхэдой Дудохсуннара» «Воители Верхнего мира», принадлежавший перу Владимира Ксенофонтова. Наш основатель Геннадий Семенович Баишев является для меня большим примером и легендой. Он от Бога одаренный, талантливый человек, которым я сильно восхищаюсь за верность, за безграничную любовь к своей профессии и за преданность своему театру. 380-летию вхождения Якутии в состав российского государства и году российской истории посвящен спектакль «На краю Ойкумены» в 2012 году. Музыка Афанасия Томского по сценарию известного историка и писателя Алексея Гавриловича Чикачева о поморах-первопроходцах, освоивших Арктику, впоследствии получивших название русско-устьинцев. Это один из ярких примеров исторической памяти народа и его способности к самосохранению, сочными жанровыми сценками, с жизнеутверждающей долей юмора, с вековыми традициями танцевального и песенного фольклора подмечены жизнь и бытование многих персонажей, выступающих на фоне видеоинсталляций с чередующимися картинами эпохи XVII века. Кто для меня Баишев Геннадий Семенович? Это, наверное, творческий наставник, единомышленник, которого с самого начала вел меня по творческой стезе, начиная с простого народного танца до полномасштабного танцевального спектакля. Вот тут надо северный танец создать. Нужна очень хорошая мелодия, лиричная. Вторая мелодия у нас есть, это мелодия Петра Старкова. И я взялся за эту работу с большим энтузиазмом, нашел лиричную тему, и эта тема попала в точку. Этот танец называется «Лунная ночь». Она сейчас является визитной карточкой нашего театра. И после этого были и другие танцы. Но мне хотелось бы сейчас сказать о первом спектакле нашего театра. Я очень рад и счастлив, что смог участвовать в создании этого спектакля. Композитором был Аркадий Самойлов. Я сделал инструментовку для оркестра. Этот спектакль для нашего театра имел очень большое значение, потому что после этого спектакля театр стал по-настоящему театром танца. Оркестр повысил свой статус, исполняя произведения крупной формы. Второй спектакль, над которым я работал, это спектакль «Юэден Түгера» композитора Полины Ивановой из трилогии «Бердкара». Этот спектакль о Нижнем мире, очень экспрессивный и гротескный спектакль получился.
После каждого готового номера мы встречались у меня дома и слушали номера, которые я подготовил. Геннадий Семенович и Полина Николаевна очень эмоциональные люди, это надо было их видеть. В моем доме просто зашкаливало от их энергетики. Геннадий Семенович очень выразительно показывал всех тех образов, всех тех героев, которые есть. Полина Николаевна тоже не отставала от него. И постоянно говорю, вот видишь, Афанасий, вот видишь, как он показывает, надо вот так вот надо его сделать, этот номер. И этот спектакль получился очень живым, гротескным, как я сказал. И вот я подошел к главной своей работе. Это спектакль «На краю Айкумены» по мотивам либретто Алексея Чикачева. Геннадий Семенович как-то раз подошел мне и говорит, надо сделать этот спектакль, кроме тебя, Афанасий, некому это сделать. Давайте мы сделаем так, поедем в Чукурдах, это моя родина, и русско-устинцы тоже мои земляки. Мы поехали в Чукурдах, встретились с старожилами, послушали их рассказы, нашли материалы не только русско-устинские, но и венский материал. Я благодарен Геннадию Семеновичу за его доверие, за веру в меня, как музыканта, как творца. И думаю, что у нас еще будет с ним работа. У нас остались те замыслы, которые мы должны воплотить. В результате коллективного труда музыкантов оркестра Афанасия Томского, Валерия Ноенохова, Егора Федотова и главного дирижера Николая Петрова рождена музыка о легендарном герое якутского народа Василии Слободчикове Манчары. Автор либретто и хореограф-постановщик Геннадий Байшев в соавторстве с Даланой Федотовой создали в 2016 году спектакль «Манчары» о тернистом пути народного героя-бунтаря, полном лишений и унижений за справедливость и свободу обездоленных. Геннадий Семенович Байшев – это в первую очередь выдающаяся личность, который уже оставил глубокий след в истории танцевального искусства. Человек всю жизнь вдохновленный творчеством. У него более 100 танцевальных профессиональных номеров, которые актуальны до сих пор. Очень много спектаклей, которые в репертуаре театра. Я благодарна судьбе за то, что встретился на моем пути такой мэтр. Он является для меня наставником, гуру, потому что благодаря ему я полюбила свою профессию. Он дал возможность развиваться как актриса и как хореограф. Помню первую встречу с ним, это было 90-е годы, тогда, когда еще ансамбль Якутии гастролировали по Бурятии, это было в городе Улан-Удэ. Я училась в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Он пришел на урок народного танца, такой высокий, статный, длинными волосами. На голове повязка якутского украшения харасхал. Я тогда подумала, какое же у него глубокое национальное самосознание. Я, конечно, тогда не могла предположить, что буду потом в будущем работать с ним под его руководством. 2006 сылаха андойду театрдарын, солистерин күрагар дипломат болан калбидим. Он Геннадий Семеновичтен бихи көөлән хақан оротун сүрүн жарыктанар тоқтарын бирин күйе кәдер өпіт жоқшақы дейінге. Ол онны барамын күрәқтәхін бәхесмесі olan дипломат үбдігарының бұдым. Россиядынан білдер балет журнал премия олықтур сылынайы, онны душа танца ден, онны Геннадий Семеновичка үддік аты еңер біттері. Бихи оланы Геннадий Семеновичтен Чайковскай залығыр темет ол бірігі
или утерты попыт. Икитинче кехлаха коллехбеттен Геннадий Семенович меха биле уруккуттан көрөр билер боламын. Геннадий Семенович хакахерин билилах балерон болар, аны уруккуттан көрөм бие тахин анжаадах кехедердемит көрөр тибит. Аны холоры меха кене минулер бер инеке хамныр бар да холханды көмөлөспүтө. Мен актерская таламын ариян күтүрөргө бәм характерник болмы холорым характерник доктор бу кене көрөн ариян спектакльлерге сүрүн ролларга туруран хаят. Геннадий Семенович мактан хүдда холхан. В 2005 году, это был всего лишь 3-й сезон моей службы в родном театре, Геннадий Семенович выбрал меня в свои ассистенты на подготовках к юбилейному цеху, посвященному Максиму Кировичу Амосову. У меня до сих пор перед глазами стоит та картина, когда ранним утром Геннадий Семенович приехал за мной на своем легендарном автомобиле «Жигули», и мы поехали в Намский Улус. Стояла солнечная летняя погода, мы ехали по Намскому тракту и беседовали о будущем. Его слова: «Иза, ты будущее нашего театра. Я возлагаю на тебя огромные надежды. Ты никогда не должна бояться того, чего ты делаешь, и верить в свое светлое будущее и верить в профессию». Эти слова для меня стали воистину фундаментальной силой и верой в свою выбранную профессию не только артиста балета, хореографа и режиссера. Каждая репетиция с Геннадием Семеновичем для меня был колоссальным мастер-классом. Я старалась впитывать каждое его слово как губка. И каждый раз после репетиции уставшая, я благодарила судьбу за тот дар работать и творить вместе с Геннадием Семеновичем. Великое счастье осознания того, что ты находишься под крылом благородной исторической личности в мире хореографии Якутии. Якутский балетмейстер самого крупного масштаба – это Геннадий Семенович Баишев. Его имя неотъемлемо связано с историями создания якутского классического балета и создания профессионального якутского народно-сценического танца. Это человек, на плечи которого легла большая ответственность изменить ход развития якутского хореографического искусства. До 1980 года Якутия была единственной республикой в Советском Союзе, которая не имела своего профессионального коллектива народного танца. А ведь известно, что только в профессиональном коллективе возможно сохранить традиционную культуру. И когда создали государственный ансамбль танца Якутии, это стало огромным и значимым событием в культурной жизни нашей республики. Неоспорим тот факт, что именно Геннадий Баишев стал тем хореографом, который сделал танцевальные обработки почти всех бытующих образцов якутского фольклора. В своих постановках он внес много обрядов и легенд, обычаев, традиций, элементы народного быта. Коснулся темы сложнейшего духовного мировоззрения. Им впервые поставлен музыкальный спектакль по мотивам шаманизма, который был признан не только ведущими российскими, но и зарубежными театральными критиками. Он первый, еще до признания Алонхо мировым шедевром, создал музыкально-танцевальный спектакль, трилогию по мотивам Алонхо. Все постановки Геннадия Баишева, как мастера, как профессионала своего дела, всегда предопределены в строгих формах сценического искусства. А цель там всегда одна – сохранять и обогащать фольклор с помощью профессиональных знаний, сделать его достоянием мировой культуры. Это значит сохранить якутскую культуру для нескольких поколений зрителей всего мира.
Я благодарна тому, что имела возможность видеть его работу с самого начала создания профессионального коллектива и состояться на творчестве личности, ставшего легендой якутского танца. Создать и утвердить театр, особенно в это время, когда даже зарплату не получают, это для нас очень большое счастье. И мы со своей стороны, вот наш коллектив, еще будут это делать большие, хорошие примеры и будут утверждать нашу танцевальную культуру не только вот у себя, но по всему миру. Как известно, всякий истинный талант, платя дань веку, творит и для вечности. И пусть слова отчасти будут громки, мы так должны работать и творить, так роль свою сыграть, чтобы потомки хоть в чем-то нас хотели повторить. Это четверостишие народного поэта Семена Данилова отражает самую суть неординарной личности Геннадия Байшева, всю свою жизнь посвятившего высокому искусству танца.